Преступники занимались вербовкой и распространяли среди жителей региона экстремистские идеи, устраивая тайные собрания. В Калужской области были арестованы несколько человек по обвинению в причастности к Хизбут-Тахрир. Об этом 27 января сообщил Центр общественных связей ФСБ. Операция была проведена совместными силами ФСБ и Росгвардии. По данным СМИ, ФСБ задержала несколько человек и провела серию обысков, в ходе которых были обнаружены запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронный носитель информации. По версии ведомства, задержанные с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман. Кадры задержаний были широко освещены средствами массовой информации, включая телеканал Russia Today, ориентированный на внешнеполитические интересы России. Согласно информации от российских правозащитников, все или часть задержанных являются выходцами из Таджикистана. Уважаемый господин президент Эмомали Шарипович Рахмон, вы, как и другие коллеги, обратили внимание на ряд очень важных вопросов. Радикализация среди молодежи, связанная с... Примечательно, что данные аресты прошли на фоне проведения Совета национальных координаторов государств-членов ШОС, который проходил под председательством президента Рахмона в Душанбе с 26 по 29 января. Вместе с тем, источники Хабархов-Худжанди также сообщают о серии арестов, проведенных примерно в те же дни на севере Таджикистана. По имеющейся информации, вернувшиеся из трудовой миграции в России мужчины были задержаны по обвинению в причастности к Хизбут-Тахрир. В юбилейном году председателем в ШОС будет, как мы уже неоднократно отмечали сегодня. Эксперты отмечают очевидную согласованность данных операций и приуроченность их к очередным мероприятиям в рамках ШОС, которая является одним из инструментов России для навязывания странам Центральной Азии своей колониальной политики, заключающейся в том числе в недопущении исламского возрождения в регионе. Однако постоянные аресты и убийства российскими силовиками ни в чем не повинных трудовых мигрантов из Центральной Азии ради внутренних и внешнеполитических интересов уже привели к тому, что население России уже давно перестало доверять подобным сообщениям. Особенно ясно это проявляется, если обратить внимание на комментарии российских пользователей под видеороликами в YouTube и публикациями в социальных сетях.